эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства. Документ закрепил приоритеты сотрудничества двух стран. Будущие защитники Отечества прошли боевое крещение. В Мирнинском районе завершились военно-полевые сборы для десятиклассников. В Якутске выбирают лучшего сварщика республики. Профессиональные состязания проходят при поддержке национального проекта «Кадры». Детские лагеря готовятся к летним сменам. Всего по всей республике будет работать около 500 лагерей. Сила духа на старте. Начались чемпионаты и первенства республики по легкой атлетике среди лиц с инвалидностью. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства. Документ закрепил приоритеты сотрудничества двух стран. Среди ключевых направлений развития евразийской интеграции, экономическое партнерство, сохранение языкового и культурного многообразия, образовательные обмены, сотрудничество в спорте и совместное видение будущего. Одна из основ подчеркивает общность истории, другая – важность общей границы как пространства для взаимодействия, третья – акцентирует традиционные ценности и цивилизационную близость. В прошлом году товарооборот составил свыше 28 миллиардов долларов. В этом году за первый, по-моему, квартал вырос еще на более чем 9%. Сказали вы также и на российских инвестициях, да, свыше 29 миллиардов, 29,4 миллиарда долларов прямые российские инвестиции. И растут инвестиции казахстанские в российскую экономику. У нас очень много направлений, взаимодействия, которые являются принципиально важными как для экономики Казахстана, так и для экономики России. Также гендиректор Росатома Алексей Лихачев и председатель агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев подписали соглашение о сотрудничестве по проекту строительства первой в стране атомной электростанции. Россия постарается успеть залить первый бетон в основании АЭС уже в этом десятилетии, заявил Лихачев. Он также отметил, что российский кредит будет предоставлен на большую часть объема капиталовложений, но не на всю. Часть останется за казахстанской стороной. Казахстан планирует возвести несколько АЭС. Строительство первой из них займет около 11 лет. В Ил-Тумене готовят закон о государственной поддержке территориального общественного самоуправления. Он поможет активнее развивать гражданские инициативы в Якутии. Сейчас в республике работают 76 официальных ТОС и более 900 традиционных микрообъединений, которые хоть и не имеют статуса юрлица, заметно улучшают благоустройство и социальную жизнь территорий. Для их поддержки уже действует специальный грантовый конкурс главы республики, а новый закон призван систематизировать эту работу и усилить финансовую помощь. Нам необходимо повсеместно создавать юридические лица, поскольку у нас из более чем 1000 созданных ТОСов юридическими лицами является всего лишь 76. А в Ростовской области их количество существенно больше. Поэтому нам необходимо обратить на это внимание, поскольку в соответствии с бюджетным законодательством финансирование таких работ происходит только за счет грантов. Лесовосстановление в руках промышленников. В Якутске дан старт лесопромышленного форума на базе Арктического государственного агротехнологического университета. Ученые, представители компаний, производителей отраслевой техники, а также госслужащие рассмотрят современные подходы к восстановлению лесов после пожаров. Сегодня на территории Якутии действует 2 лесопитомника в Табаге и в селе Сунтар. В этом году в планах у республики открытие еще одного рассадника, где будут выращивать деревья. Сегодня наши гости и наши научные сотрудники поделятся теми наработками, которые у них есть, и часть из которых будет взята в работу для реализации указа главы Республики Саха-Якутия об экологическом благополучии. Все прекрасно понимают, что практически все в Республике Саха-Якутия люди, которые живут рядом с лесом, очень любят лес, и поэтому вот та работа, которая проходит, особенно после пожаров по лесовосстановлению, она имеет очень большое значение.
В Мирнинском районе на базе общеобразовательных организаций завершились традиционные учебно-военно-полевые сборы для юношей 10 классов. Это ежегодное событие, ставшее уже доброй традицией, собрало около 200 юных защитников Отечества, готовых прикоснуться к армейской жизни и освоить навыки, которые, возможно, пригодятся им в будущем. В течение 5 напряженных дней школьники жили по строгому армейскому распорядку, постигая азы военной службы. Ребята учились беспрекословно выполнять приказы командиров, взводов, ощущая ритм и дисциплину, присущей армейской среде. ТТХ – это тактико-технические характеристики оружия стрелкового. Также у нас сегодня, вот увидели, проходят все школы полоса препятствий. Все, поехали, кто? Пока и без учета времени, просто хотя бы на оттачивание тактики, техники, как это прохождение. Ну и многим необходимо преодолеть чувство страха, которое испытывают все на сломанном мосту. Также, что мы здесь изучаем, это у нас РХБЗ, радиохимзащита, где у нас одевают такие костюмы общевойсковые, как ОЗК, Л1, хотя бы примерное понятие, чтобы они имели. Ключевые дисциплины, входящие в основы военной подготовки, были представлены всесторонне. Огневая подготовка, строевая выучка, тактическое мышление, физическая закалка и основы военно-медицинской помощи. Каждый компонент вносил свой вклад в формирование будущего солдата. На самом-то деле полевые сборы – это очень хорошая вещь для десятиклассников. И в целом очень хорошая вещь, которую должен, мне кажется, пройти каждый парень. Оно дает много навыков, то есть мы научились глотать друг друга. То есть сейчас в любой ситуации я не побоюсь подойти, оказать первую помощь, помочь товарищу или спасти кого-нибудь. Теоретические знания, полученные при изучении воинских уставов и принципов несения службы, тут же проверялись на практике. Участники сборов смогли ощутить себя настоящими бойцами, осваивая на практике такой важный навык, как неполная разборка и сборка автомата Калашникова. Анна Васильева, Мирный. В Якутске отметили десятилетие Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Праздничные мероприятия прошли в Парке Победы. Сегодня движение объединяет более 3500 школьников столицы республики. Для юнармейцев провели мастер-классы, выставки и праздничную программу. Подробности в следующем сюжете. В Парке Победы десятки юнармейских отрядов. За 10 лет движение стало одной из крупнейших площадок патриотического воспитания школьников. Примечательно, что в этом году Дом юнармии Якутска тоже будет встречать юбилей – 5 лет со дня образования. Во всех образовательных учреждениях Ребят, у нас есть классы юнармии. Участвуют в различных мероприятиях, военно-патриотических акциях, помогают ветеранам. За годы работы юнармейцы становились победителями всероссийских конкурсов, военно-спортивных игр и научно-практических конференций. Среди участников движения учащиеся школы номер 21. Вступил в юнармию в 25 году. Очень нравится. Я захотел служить России. Я узнал, как разбирать автомат, да. Маршировать, да, вот. Второй год уже мы состоим в рядах юнармии, и у нас насчитывается 82 ученика, то есть 3 отряда. За 2 года у нас очень много, можно сказать, достижений. Для участников праздника подготовили различные выставки и мастер-классы. Представители силовых структур продемонстрировали свою экипировку и спецсредства школьникам. Отметим, что профилактические встречи специалисты регулярно проводят в школах, в том числе для юноармейских отрядов. От имени Госавтоинспекции Якутии сердечно поздравляю ребят и их руководителей с юбилеем. Желаем юнармейцам крепкого здоровья, отличной учебы и новых ярких достижений на благо родной республики и всей России. Сегодня движение продолжает расти. В юнармейских отрядах школьники проходят военно-патриотическую подготовку, участвуют в гуманитарных акциях и социальных проектах. А для многих ребят юнармия уже стала настоящей школой мужества, дружбы и любви к родине. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск.
Стартовал 6-й республиканский конкурс добровольческих швейных коллективов «Тепло рук». Участие в мероприятии примут 9 команд, представляющие 7 районов республики. Участницы посоревнуются в пошиве комплектов военной одежды для участников СВО. В течение 11 дней им предстоит изготовить 10 комплектов, которые включают 15 предметов – от сезонных костюмов до балаклав, дождевиков и вещмешков. По итогам конкурса победителей выявят по критериям экономного расхода материалов, точности кроя и соблюдения размеров. 8 числа мы, конечно, по итогам подведем итоги и выявим самых лучших. Благодарю глав районов, которые поддерживают наши волонтерские штабы. Не только эти штабы, но и другие. Ну и, конечно, благодарю министерства, которые откликнулись и выставляют призы ценные. Все идет в дело. Приз у нас обычно это профессиональная швейная машинка. Я вот вторую швейную машинку в этом году тоже буду покупать и выставлять как приз лучшим командам. Завершился региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» среди сварщиков. Состязания организованы при поддержке национального проекта «Кадры». Сегодня на базе промышленного техникума свое мастерство продемонстрировали 5 участников, в их числе представители ведущих предприятий республики. Какие испытания включал в себя конкурс и как оценивали профессионалов, узнаем в следующем сюжете. Региональный этап конкурса стартовал 27 мая с теоретического блока, после чего участники сразу перешли к практическим заданиям, которые продолжились на следующий день. Сварщикам в течение 1,5 часов необходимо было выполнить сварку трубы диаметром 159 мм, а также сварку металлической пластины. Благодаря прошлогоднему обновлению материальной базы в рамках проекта Министерства Дальнего Востока мы на нашей площадке уже по всем требованиям проводим данный этап конкурса. За ходом работ в режиме реального времени наблюдали будущие коллеги конкурсантов. В каждой рабочей кабине были установлены видеокамеры, транслирующие изображения в отдельный учебный класс. Для студентов техникума, который ежегодно выпускает 25 квалифицированных сварщиков, это уникальная возможность в деталях рассмотреть профессиональные приемы. На данный момент сейчас сидим и обучаемся, просто смотря на то, как варят профессионалы. Варят они, конечно, хорошо, у них руки уже набитые, у них уже есть опыт работы, в принципе. Готовую работу эксперты проверяют не только визуально. Все швы проходят контроль специальным аппаратом, который работает по принципу рентгена, просвечивая металл насквозь. Прибор позволяет мгновенно обнаружить скрытые поры и микротрещины, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Оценка будет идти по всем параметрам сборки, сварки, проверка зазора, проверка геометрии прихваток, проверка техники безопасности. После сварки проверка по визуально-измерительному контролю. После этого рентгенографический контроль. Итоги конкурса будут известны уже завтра. Церемония совпадет с Днем сварщика, который в этом году впервые официально отмечается в нашей стране. Победитель представит Якутию на всероссийском финале в Перми, где главный приз составит 1 миллион рублей. София Мельникова, Семен Семенов, Якутск. В Якутск прибыл Сергей Борзов, глава благотворительного фонда «Новое развитие» и член Совета при президенте России по правам ребенка. Федеральный эксперт проводит обучение для социальных работников. За 5 дней Борзов раскроет для якутских специалистов нюансы взаимодействия с кризисными семьями. Первый блок семинаров прошел в онлайн-формате. Встречи лицом к лицу посвятили особенностям работы с семьи, где родители страдают от алкогольной зависимости. Мы сейчас 4-й день обсуждаем, что такое человек в ситуации зависимости, имеет ли он право на поддержку, нужно ли его поддерживать, как его поддерживать. И сегодня мы как раз говорили о том, что тот же, кто часто срывается, с одной стороны, это тот, кто часто падает, но с другой стороны, это тот, кто часто встает, тот, кто умеет вставать, несмотря на весь свой прошлый опыт. Детские лагеря готовятся к летним сменам. Всего по всей республике будет работать около 500 лагерей. На сегодняшний день к оздоровительному сезону готовы 390 из них. В ближайшие дни все подготовительные работы завершатся, и тысячи учащихся поедут отдыхать.
Собрать рюкзак, попрощаться с родителями и провести лето в кругу новых друзей. Для многих школьников Якутии каникулы начинаются именно так. В республике открываются сотни площадок для отдыха, от пришкольных лагерей до крупных загородных центров. Уже 30 мая Центр «Сосновый Бор» в Якутске откроет первую смену. Первая смена у нас как раз-таки посвящена движению первых, и у нас всего детей будет 120. В этом корпусе. В энергетике с 15 июня у нас будет порядка 200 детей, которые пойдут по программе «Орлята России». Ну и Каскиль у нас пойдет по программе «Воин». Также у нас в летний период летние оздоровительные лагеря дневного пребывания начинают свою летнюю смену с 5 июня. А загородные, стационарные, круглосуточные, они начинают у нас с 15 июня. Так, в этом сезоне особое внимание уделяется патриотическим программам и активному оздоровлению детей. Медицинские работники в лагерях рассказывают воспитанникам о важности правильного питания и здорового образа жизни. В этом году планируется развитие программ для детей с ОВЗ. Будут открыты кабинет галотерапии для часто болеющих детей, кабинет охраны зрения, у нас есть офтальмотренажер и кабинеты физиотерапии. Будем организовать пятиразовое питание. Питание у нас курирует внештатный диетолог, кандидат медицинских наук Лебедева Ульяна Михайловна. Перед открытием смен во всех лагерях в Якутии проводится генеральная уборка, дезинфекционные мероприятия и акарицидные обработки территорий. Вместе с этим завершаются ремонтные работы. Особое внимание при подготовке детских лагерей уделяется на подбор в лагеря квалифицированного персонала. Также проведение обработки территорий детских лагерей от клеща в связи с высокой частотой нападения клещей в 2026 году является обязательным. Летняя оздоровительная кампания в республике продлится до конца августа. За это время тысячи детей смогут не только отдохнуть и улучшить здоровье, но и принять участие в различных образовательных и спортивных программах. Диана Антонова, Иван Царакоумов, Якутск. В старом городе Якутска прошла бесплатная пешеходная экскурсия, посвященная истории торговли столицы. Тематический маршрут организовали ко Дню российского предпринимательства совместно с Центром «Мой бизнес». Всего за 1 час экскурсовод Дмитрий Михайлов провел участников по старинным улицам, где в прошлом кипела главная купеческая жизнь города. Горожанам рассказали о зарождении местных торговых традиций и выдающихся личностях, которые развивали экономику региона в XIX и XX веках. Самое интересное – это, наверное, узнавать привязку именно к местам, к историям зданий. Также у меня с собой есть специальные слайды, на которых я буду демонстрировать, как вообще выглядели здания ранее. Например, здесь можно увидеть, что на площади Республики раньше был так называемый торговый центр под названием «Гостиный двор». В Вилюйском Улусе коллектив Центральной районной библиотеки имени Ивана Михайловича Гоголева-Кындыла постоянно проводит мероприятия, объединяющие людей, желающих узнать новое, поразмышлять, познакомиться со старыми временами. На этот раз ко Всероссийскому дню библиотек провели очень интересный квест-игру по станциям под названием «Купеческий Вилюйск». Основной целью является ознакомление людей с глубинной историей старого города Вилюйска. Участники из 5 человек по различным станциям проверяли свои знания. Вот как раз-таки позади меня стоит объект культурного наследия. Этот дом конца 19 века. В этом доме как раз-таки жил и работал с 1937 по 1938 год прошлого столетия выдающийся руководитель республики, выдающийся сын народа Саха Илья Егорович Винокуров. И с воспоминаний современников о деятельности, будучи, когда он был здесь, в Вилюйске работал, говорят, много чего сделал. И главное то, что вилюйчане очень сильно благодарят его за это, спас очень много жизней в те очень сложные времена. В Якутске стартовали чемпионаты первенства республики по легкой атлетике среди лиц с инвалидностью. Состязания собрали 155 участников из разных уголков республики, в том числе мастеров спорта и действующих членов сборных России и Якутии. Вместе с титулованными спортсменами на состязаниях выступили их юные соперники. Подробности в материале Саргаланы Неустроевой. Чемпионат республики стал первым важным стартом этого года для легкоатлетов с инвалидностью. Борьба не шуточная. Состав участников обещает болельщикам яркие эмоции. Ведь здесь собрались участники грядущих главных стартов региона – спартакиады «Джулур».
Они стопроцентно готовятся к нашей 15-й спартакиаде «Джулур», которая будет проводиться в июне этого года, а точнее 16 по 19 июня. И здесь все районы приехали со сборной команды, чтобы делать контрольные старты. Среди участников, к примеру, трехкратный чемпион российского первенства Роман Ибрагимов. По его словам, 100-метровка дается ему легко, что не скажешь о дистанции в 200 метров. Основной мой вид – это прыжки в длину, это более такая спринтерская дисциплина. А 200 метров – это уже там выносливость, ну вот дается мне так потяжелее. Мы все готовы, все заряжены, все на победу только. Сам тоже лично, конечно же, на победу. Завтра будет 200 метров, завтра буду тоже стараться побеждать. Как бы то ни было, для лидеров соревнований этот чемпионат еще и возможность узнать, кто в какой форме пришел к этому сезону. Но равняются на титулованных спортсменов и другие участники – дети, чьи результаты идут в зачет спартакиады школьников. Они когда вот с ними бегают, за ними гоняются, это вообще для них большой вот это как бы стимул дает. И они достаточно хорошо сегодня пробежали со взрослыми именно лидерами этого забега 100-метровки. И они вошли, конечно, в первом забеге в финал. Молодец! Давай еще! Воспитанница Юрия Ощепкова Софья Языкенова и вовсе стала чемпионкой этого забега. А ведь в легкую атлетику девочка пришла случайно, победив однажды в школьных соревнованиях. Теперь Софья завоевывает медали республиканских состязаний. Мы готовились упорно, без перерыва, очень активно. И иногда были, что сомнения, что выиграем. Но, как видите, я стою перед вами сейчас. И все удачно прошло. Как отмечает наставник Софьи, спартакиаду нужно проводить чаще. Ведь массовость легкой атлетики растет, а вместе с ней результаты юных спортсменов. Когда-нибудь и они выйдут на дорожку вместе с титулованными мастерами. Саргалана Неустроева, Нургун Старостин, Якутск. Юная жительница города Нерюнгри стала финалисткой первенства России по боксу. Соревнования проходили в Московской области, где собрались лучшие боксеры страны. Все подробности в материале Ирины Ждановой. Милана Касьяненко занимается спортом с 4 лет. 7 лет в акробатическом балете и уже 2 года как пришла в школу бокса. Мне нравится много силовых нагрузок, когда, на выносливость проверки. Мне, в принципе, нравится боксировать, показывать характер. Сборную команду нашей республики в составе Дальневосточного федерального округа представляли молодые боксеры из Якутска, Нюрбы, Вилюйска, Мирного и города Нерюнгри. Воспитанница спортивной школы «Лидер» продемонстрировала блестящую подготовку и несгибаемый характер, уверенно пробившись в финальную стадию соревнований. Сначала мы выиграли первенство республики, отобрались на первенство Дальнего Востока. И на первенстве Дальнего Востока мы заняли 2-е место и заработали путевку на первенство России. Путь нерюнгринки к финалу был нелегким. За ее плечами месяцы упорных тренировок. В каждом бою она показала не только отточенную технику, но и превосходное тактическое мышление. Милана показала, что готова бороться за самые высокие места. Вначале было страшновато, но я больше боялась, что я не пройду. Я очень хотела на призовое место. Потом я поняла, что не нужно бояться того, что еще не произошло, и настроила себя на победу. Милана провела 4 боя. В итоге серебряная медаль первенства России. Такое достойное достижение – результат плодотворной работы девушки и опытного тренера. Дети у нас занимаются в возрастной категории от 10 до 18 лет. У нас порядка 8 тренеров по боксу с высшими и первой категории. По итогам первенства Милана Касьяненко вошла в основной и резервный состав сборной команды России для участия в учебно-тренировочных мероприятиях и турниров различного ранга. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Таким увидели этот день наши корреспонденты. До встречи в дальнейших эфирах.